маленькая наша горная республика решила поучаствовать в импортозамещении и для начала накормить всю страну хотя бы своими яблоками. Вы поверите, что год назад на этих полях ничего не было? Ингушские яблоки уже знакомы даже премьеру России. Сам глава Ингушетии Юнусбек Евкуров недавно вручил господину Медведеву целую корзину. Как в сказке, только по желанию главы выращенный за год яблоневый сад уже готов конкурировать с основными продавцами яблок – Молдовой, Польшей, даже с Китаем. Чудеса агрономии объясняют богатым черноземом и интенсивными технологиями. Ух ты, они глянцевые, пыль просто вот от земли стереть. Все. Земля настолько плодородна, сейчас обладает многими микроэлементами, которые необходимы, что у нас нет необходимости что-либо сюда добавлять. Это очень крупный проект, самый крупный единовременной закладки сада на Северном Кавказе. Скарлетт, Моди, Суперчип здесь уже насчитывают 13 сортов. Все благодаря правильным корешкам и вегетативному способу размножения растений. Побег желаемого скороспелого дерева прививается к здоровому корню. Это безвирусный корешок. Выращивают в теплице, имеющие температуру свыше 44 градусов. Появляются новые листья, которые уже адаптировались к этой температуре. При той температуре не размножаются вредители, микробы и прочие, и отрастают новые ветки. Тонну один человек в день собирает. Надо вот ладонью положить и вот указательные пальчики вот так вот и наверх. Аккуратно надо. Свежий урожай ингушского неосада уже в 2 раза превышает статистику обычного поля – 2000 тонн. Собирают по науке бережного прикосновения. Оказывается, я всю жизнь неправильно Это срывала сорт такой. И сейчас неправильно срываю. Вот возьмешь вот так в ладонь и вот так. Все запомнили, как правильно яблоки собирать? По природе яблоко должно само по себе созреть и упасть. Высохнет немножко. Мы же ему это не даем. Мы сорвали и сделали рану. Чтобы эту рану зажить, мы должны иметь содержащим препаратом обработать, чтобы вредители-то не пошли, чтобы болезни-то не вошли. Мелочей здесь нет. Зная, что наш сад идеально здоровый, чистый, мы начали бороться вокруг со всеми лесополосами. 8 раз в этом году обрабатывали все лесополосы с обоих сторон. Вот видите, то, что стреляет, слышите? Да. Специальные пушки газовые, которые отпугивают ворон, чтобы они не садились, не клевали яблоко. Этот сад еще ребенок, но похоже, что такое дитя сможет прокормить взрослого. Ингушский проект рассчитан на сбор 10,5 тысяч тонн яблок, а наша страна – 3-я в мире по импорту этого фрукта. Хотя климат от Ингушетии до Волгограда позволяет нам самим выращивать наливные плоды. Остается продублировать технологию во всех регионах. Может быть, вы мед все-таки добавляете в яблоки? Да, впрыскиваем